Эвдик Хелшин. Доброе утро, друзья. Сегодня вот вам решила рассказать немножко о своей жизни и о том, как я жила раньше, что у нас происходило понемногу. Друзья, сразу не смогу вам все рассказать, конечно, но понемножечку буду рассказывать о своей жизни, как получится. Вы знаете, много раз собиралась, много раз снимала, но срывалась, не получалось. Воспоминания нахлынут, и плакала, и не получалось снимать никак этот ролик. Сегодня попробую. Дала себе слово, что все-таки не буду плакать и расскажу. Все-таки, наверное, надо немного рассказать о себе, чтобы вы знали, кто и что я. Так, я уже говорила несколько раз, что мы сюда переехали жить 15 лет тому назад. И вот оттуда примерно я и начну рассказывать. А то если рассказывать всю жизнь, то моя жизнь уже длинная. А так, по ходу, как-то что-то снимая, я о своей жизни и так понемножечку вам говорю. Значит так, друзья, 15 лет тому назад, даже чуть раньше, лет даже 18 лет тому назад, мы решили продать дом, в котором жили тогда. Это село называется Новый Редан. И переехать. Ни я, ни мой муж не хотели жить в этом селе, но дом долго не могли продать, и все-таки оставили его, не смогли его продать. И просто уже отчаявшись, решили, что все, больше продавать не будем, и останемся там. Сделали кое-какой ремонт косметический и жили. И в один момент, друзья, я на 5-м месяце беременности заболела. Вот просто ни с того ни с сего у меня началась кружиться голова, причем не просто так. Окружилась она приступообразно, страшно. Я не могла не ходить, я не могла сидеть, я не могла что-то делать. Это было ужасно. Начинались страшные головные боли, начиналось страшное головокружение. Открыть глаза было просто невозможно. Открыв глаза, мне казалось, что весь мир кружится передо мной. И если я в этот момент должна была встать, пойти, мне казалось, что я падаю в пропасть. С этим состоянием, хотя я уже сказала, что я была беременна, никакой врач меня не обследовал, и в этом состоянии я 4,5 месяца пролежала. Друзья, я опущу все эти подробности, конечно, было много чего, но лечить меня никто не лечил, и нам казалось всем, и мне, и всем, что вот как только я рожу, то меня могут вылечить, и меня обследуют. Просто надо потерпеть, пока я рожу. И в принципе, даже хотели прерывать беременность, но мы не согласились. В 5 месяцев говорили, что нужно прервать беременность, потом в 7 месяцев вызвать, чтобы роды родить недоношенного ребенка. Но мы не соглашались, и как-то в действительности с помощью Аллаха я родила здорового ребенка, мальчика. И вот так. И, друзья, вот получается, вот с этим головокружением, со всеми, как только родила мальчика, муж меня повез сразу в другой регион, по больницам. Ну, я так коротко расскажу, это было много чего, куда он только меня не возил, что он только не делал. Но мне не становилось лучше, мне не ставили нормальный диагноз. Ну вот видите, все-таки утки, гуси, куры в моем дворе никогда ничего не дадут рассказать. И вот так вот, друзья, это было ужасно. Вот это все происходило в течение 3 лет. 3 года, куда он только меня не возил, по каким больницам, по каким знахарям, на иглоукалывание. Он ни минуты не сидел, не ждал, кто бы ему где бы не сказал, что вот там могут вылечить, вот там хороший врач, или там хороший знахарь, или там хороший мулла. Везде он меня возил, друзья. Но мне не становилось легче. И это происходило в течение 3 лет. 3 года вот так вот. И моих мучений, и, в принципе, и его мучений, и мучений моих детей. У меня же еще маленький ребенок. Старшей девочке было тогда 16 лет только. Даже 15 лет, когда он родился. И мне помогала моя мама. У меня было много скотины на тот момент, когда я заболела. Дойных 3 коровы, мелкий скот и все такое. Большое хозяйство, большой дом, много детей.
Знаете, я благодарна своей маме, конечно, и дочке моей. Для моей старшей дочки было это тоже большой груз, большая нагрузка, что вот надо было следить за детьми. Девочка моя уже тогда слишком рано повзрослела, начала готовить для всей нашей семьи, стирать. А тогда у нас не было такой машины, как сейчас. Была просто обычная машина, в которой нужно было воду заливать. Короче, все это, через это прошли мои дети. Не дай Аллах, чтобы у детей была больная мама или больной отец, но особенно больная мама, потому что весь груз ложится на плечи детей и на плечи мужа. Ну, я как сказала, нам и мама помогала. Эти 3 года были кошмарные, друзья. И засыпая, мне казалось, что я завтра не встану. Ну, не передать, что со мной происходило тогда, друзья. Это было страшно. И знаете, где-то вот в мае, да, в феврале, в конце февраля, в марте мы продали тот дом. Ну, где-то с декабря, с января месяца, наверное, мне уже потихонечку стало лучше. Не знаю почему, как, откуда. Но мы делали столько разных лечений, что было даже непонятно, почему и от чего мне стало чуть легче. Просто у меня приступы этих головокружений бывали через день, обычно через 2. Ну, а потом они стали реже потихонечку. Приступы уже были через 3 дня, через 4 дня. И между приступами я уже раньше не могла ни вставать, ни ходить, ничего-то делать. Просто могла немного присесть на кресле. И то мои дети, мой муж радовались, что я сижу. А уже позже мне стало действительно легче. Я могла чуть-чуть ходить, я могла вставать, я могла ходить, хотя меня заносило, хотя мне было плохо, муторно. Но тем не менее я уже могла вставать. А потом потихонечку я уже стала готовить детям и дома. Это была большая радость для моих детей, особенно для моего мужа. И знаете, когда он приходил домой с работы, он был каменщиком, и у нас была такая длинная кухня с окнами. Я видела, как он проходит под окнами в дом. Обычно первый вопрос, который он задавал, заходя во двор: где мама? И если дети отвечают, что я в кухне, он сразу улыбался. Это для него означало, что я все-таки не лежу. И вот так вот, друзья, это все происходило. И вы знаете, ну вот уже мне становилось лучше. Он продал дом, решили все-таки переехать, купил здесь 2 участка, построил времяночку, саманную времянку. Саман — это такие блоки из глины. Он это сделал, чтобы было дешевле, быстрее, не тратиться много, потому что денег, которые он выручил с продажи дома, практически не хватало, чтобы построить хороший добротный дом, потому что здесь участки были дороже, в принципе, чем там наш дом. Хотя дом был большой, даже 2 дома, короче, все сделанный дом, но здесь, в том селе дома дешевле и земли дешевле, а тут дороже. И вот, друзья, он построил этот домик маленький, покрыл крышей, и первой глиной замазали мы его. В принципе, уже когда мазали глиной, даже я помогала. Он был так рад этому. И мы уехали, надо было, чтобы высохла эта глина. А когда мы продавали дом, мы договорились, друзья, что вот он где-то в конце февраля, в начале марта продал дом, что выселяться мы будем только в сентябре, 1 сентября, чтобы дети здесь пошли в школу. До этого он сделал так, что до этого мы будем жить там же, где мы живем, чтобы вот приезжая сюда, ну и построиться, что-то сделать, чтобы мы могли спокойно построиться. И вот мы уехали обратно домой, чтобы вот ждать, пока высохнет то, что мы замазали. Потом надо было еще штукатурить и все такое. И он ушел. И ему надо было... Вот сегодня мы уехали домой, завтра ему надо было на работу. Он взял там работу какую-то, надо было ему строить. То ли забор, то ли что, я не знаю. А мне надо было ехать к сестре. Там у них собирались отмечать рождение внука. Ну вот, на утро мы в действительности разъехались. Он меня проводил до остановки здесь с девочками. Мы поехали к моей сестре, а он с сыновьями моими, с 2, пошел на работу.
Он очень переживал, что не может меня отвезти, если честно. Но он так договорился, что обязательно выйдет в этот день на работу. Это было воскресенье. И обычно он новую работу начинал в воскресенье, и поэтому ему пришлось выйти в этот день на работу. Он меня не повез. Это была первая поездка моя после болезни, чтобы я ехала сама на автобусе. Ну, вот так вот мы разъехались, и, вы знаете, я сидела в гостях у них за столом, и мне позвонила моя соседка, и мне сказала, что моему мужу порезала ногу, что мой муж порезал ногу, чтобы я быстро приехала домой. Вы знаете, как-то я, в принципе, и не испугалась, ничего вроде бы, но как-то что-то в душе перевернулось. Я так быстро выскочила и выехала домой, вызвав быстро такси. Обычно он часто резал, и ногу резал, и руку резал, и ломал руку, потому что это стройка такое дело. Он вообще был такой, знаете, очень быстрый, шустрый, и как-то даже не берег себя, что такое у нас происходило часто, и как-то я не очень-то и, как бы вам сказать, испугалась этого, потому что это бывало всегда, бывало часто. И я позвонила ему на телефон, но телефон взял мой сын младший, не младший, а второй. И я его спрашиваю: ты где? Он говорит: на работе. А папа где? А папа в больнице. И вы знаете, как-то вот из-за того, что и он так ответил, я как-то и не очень-то испугалась. Ну, мы быстро поехали, я девочек отправила домой, а сама поехала сразу в больницу. И друзья, вот, при входе в больницу стоял мой сосед, но я не думала, что он прям вот из-за нас туда, там, из-за моего мужа там у нас, ну, по своим делам, сколько в больнице люди же ходят. Я с ним поздоровалась, хотела пройти мимо него, но он меня не запустил. Он меня остановил, и я говорю, ну, я ему хочу сказать, что вот мой муж там. Он говорит: я знаю, но тебе, говорит, туда не надо. Я говорю: как не надо? Он говорит: нет, тебе туда не надо. Я все равно туда рвалась, я не понимала, что он говорит. Но он все-таки так, взяв меня за плечи, встряхнул меня и сказал, что его уже нет. Я обещалась не плакать. Друзья, это было страшно. Мне показалось, что вот небо упало на меня, и все темно. Это было действительно страшно. Я уже не помню, что, как со мной происходило. Он привез меня домой, этот сосед привез меня домой. Когда мы подъехали к дому, уже возле нашего дома было столько машин, столько людей, все и соседи, и родственники уже собрались, уже выносили мебель, делали что-то, собирали посуду. Я уже не знаю, что они делали. У нас в Ингушетии, в принципе, близкий сосед сразу, ближе родственника. Он не ждет, пока там хозяин его позовет или что-то скажет. В таких ситуациях, именно когда еще в таких ситуациях, они быстро сплачиваются, делают все, что надо, не дожидаясь хозяев. И, друзья, это было... Я не могу даже сказать, что это было. Я ходила как во сне. Мне было страшно, больно, мне было обидно на тот момент. Я знаю, что это нельзя, что на все воля Аллаха. Но мне было обидно, мне тогда казалось, почему с ним, почему с нами. Это было очень страшно. Оказывается, ему, когда он надо было ему по стройке там порезать кирпич, я не знаю, как это называется, болгарка, по-моему. Болгаркой или точил он, я не знаю, что он с ним делал, короче, этой болгаркой по кирпичу резал, по-моему, точно не могу сказать. У него сломался диск, который на этой болгарке, отломился кусочек и перерезал сонную артерию. И практически он там на месте же и скончался, как получается, истекая кровью. Его отвезли, конечно, в больницу, но его не спасли. И в этот день, друзья, мир для меня, в принципе, перестал существовать.
Мне было в действительности и больно, и обидно, и я не знаю, и вопрос, почему с ним, почему с нами. Э, Я, который он 3 года боялся, что умру я. Куда только он меня не возил, как я говорила, что он только не делал, чтобы я осталась жива. И, в принципе, больная. Я осталась жива, а он здоровый, полный сил. Он вот так вот умер. На тот момент в действительности меня глушила обида, конечно. Я потом только поняла, что это нельзя, что на все воля Аллаха, но когда это происходит, ты об этом не думаешь. Мне было больно, страшно. Я даже не могу передать, что это было. Была пустота какая-то. Я не могла долго прийти в себя, друзья. Вы меня извините, конечно, но хоть и давала слово не плакать, не получается. Ну вот, друзья, с этого дня моя жизнь перевернулась полностью. Я живу, конечно, да, и мы все живем. Я живу 15 лет без него, но это уже другое, друзья. Ну, его похоронили, похороны устроили, друзья, двоюродные братья моего мужа. Ни одной копейки они не взяли у нас. И то, что нам обычно на похоронах помогают, дают деньги, все эти собранные деньги были отданы мне. Вернее, не мне, они были у дяди моего мужа. А двоюродные братья полностью взяли расходы на похороны 3 дня на себя. Это большая сумма, друзья. Я не знаю, какие-то деньги, но это сделали они сами. Мне было не до этого. Я не знала, что там происходит, что там... Я не понимала этого ничего. Я просто ходила и плакала. Просто ходила и плакала. Принимала соболезнования. Хотя мне многие говорили, у нас обычно жены не плачут, когда умирают мужья при людях. Но я не могла остановиться, вода просто текла и текла, меня глушила боль вся эта. Я не могла не плакать, пускай там меня обвиняли, что-то мне говорили, но для меня это было, не знаю что. И, ну вот, как только прошли похороны, решили, что мы, наверное, останемся там, потому что переезжать сюда и строить дом нам будет не под силу. И наши старшие решили, что с маленькими детьми я не справлюсь, тем более, что я больна, и решили меня оставить там. Но один дядя моего мужа все-таки спросил у меня, те меня не спросили, сделали это решение сами, он вызвал меня и спросил, как ты хочешь? А мой муж был так рад сюда переехать, он так был доволен, что купил именно здесь эти участки. У него были столько желаний, мечты разные. Ну, мы же разговаривали друг с другом, я знаю, просто не буду все это говорить. И он был так доволен, что смог продать там дом, купить здесь участки, что вот мы будем тут жить. И как-то из-за того, что он хотел, и в принципе я сама не хотела в том селе жить, я все-таки сказала ему, ну если бы получилось, конечно бы я уехала. А разве можно? Он сказал, еще можно. И дядя моего мужа взял всю эту, ну все это в свои руки. И всем наперекор, если честно, потому что многие были недовольны, решил нас сюда перевести. И перевез нас сюда, друзья. Ну, а дальше, наверное, я расскажу потом. Уже как проходила наша жизнь уже здесь, на новом месте, и что и как происходило. Если что-то я как-то сумбурно все-таки сняла, вы меня извините. Если честно, это, по-моему, уже я раз 10 снимаю и никак не могу нормально снять и передать все, что тогда у меня происходило, все, что сейчас. Все-таки это был очень трудный момент в моей жизни. Мой муж был очень хорошим человеком, друзья, прекрасным человеком, добродушным, знаете, таким простым. И он был очень хорошим мужем.
Он был прекрасным отцом. Он был хорошим братом для своих сестер. И я не могу сказать, что он был плохим сыном для своих родителей. Но его родителей давно нет, еще и до его смерти они. И в действительности, если бы он не был таким хорошим, может быть, мне не было бы и так больно и страшно. Но на все воля Аллаха. Значит, так должно было быть. Значит, действительно так должно и было и быть. И вот, друзья, 15 лет тому назад я осталась одна с 5 детьми, практически без дома даже. Дальше я вам расскажу потом. Ну, извините меня, конечно, если что не так.